Здравствуйте. Сегодня мы погружаемся в одну из, пожалуй, самых трагических тем советской истории. Речь пойдет о сталинских депортациях народов, и мы сосредоточимся на судьбах тех, кого насильно выслали в Центральную Азию, и конкретно посмотрим на ситуацию в Кыргызстане. Мы будем опираться на материал статьи «Геноцид через переселение». Ее готовили журналисты из Казахстана и Кыргызстана. Попробуем разобраться в причинах, ну и, конечно, в последствиях. Цифры просто поражают, если вдуматься. С 1936 по 1951 год 3,6 миллиона человек. Больше 40 народов. И вот конкретно в Кыргызстан было выслано свыше 137 тысяч. Давайте начнем с истории турков-месхетинцев. Есть свидетельство от Амши Дурсунова, он глава их диаспоры. Его семья, ноябрь 1944 года, Месхетии в Грузии. Бабушку с маленьким сыном, его отцом будущим, забирают из дома. Сказали, военные учения на 3 дня, а 3 дочери остались там. Да, а на деле погрузка в товарники, скотовозки, как их называли, и отправка в полную неизвестность. Бабушка с сыном как раз попали в эшелон, который шел в Кыргызстан. А вот дочерей отправили в Узбекистан. Представляете, они только через 5 лет смогли встретиться. И сама перевозка — это же кошмар. Холод, голод, болезни. Цифры есть, официальные даже. До 17 тысяч турков-месхетинцев погибло только в дороге. Мертвых просто выбрасывали из вагонов. Жутко. Просто ужас. Но за что? Какие-то причины ведь назывались? Официальные? Причины были, скажем так, стандартные для того времени и абсурдные. Неблагонадежность, какое-то мифическое пособничество врагу, шпионаж. Вот для турков-месхетинцев это были якобы связи с Турцией. Сталин же видел Турцию как потенциального врага, особенно у кавказских границ. И, как историки подчеркивают, реальных доказательств никто и не искал. Достаточно было просто подозрения. То есть это не просто какой-то случайный произвол. Была система, чудовищная, но система. Именно так. Вот историк Султан Акимбеков говорит о сталинской идее построения такого мощного государства. Знаете, почти как в древних деспотиях. Закон — это просто инструмент власти, и нужно сломить любое возможное сопротивление. А грузинский историк Ираклий Хвадагиани связывает депортацию мусульман с Кавказа, тех же турков-месхетинцев, с возможной подготовкой к войне с Турцией. Зачищали приграничные территории. И не будем забывать, кто руководил этим. Берия. Операция «Чечевица», выселение чеченцев и ингушей — это же его рук дело. Понятно. Но вот они прибыли в Кыргызстан. Это же не конец испытаний был? Нет, конечно. Далеко не конец. Их высаживали зимой, часто просто посреди степи, можно сказать. Климат суровый, жилья нет, одежды теплой тоже. И пошла новая волна смертности. За первые полгода в ссылке умерло еще около 37 тысяч человек. Только турков-месхетинцев. Кажется, полная безысходность. Но ведь была и помощь, вы говорили. Да. И это, знаете, поразительный момент. Та же бабушка от Амши Дурсунова всегда с такой теплотой вспоминала местных жителей. Кыргызские семьи. Сами жили ведь очень небогато, война шла. Но они первыми протянули руку помощи. Делились последним едой и кровом. Вот это человеческое отношение очень многих спасло. Но при этом контроль оставался жестким. Безусловно. До 1956 года комендантский час. Нельзя было из своего села выехать без разрешения комендатуры. Это, конечно, очень сильно ограничивало все. И образование для детей тоже. И как люди смогли адаптироваться? Выжить? Во многом, я думаю, благодаря невероятному трудолюбию, стойкости. Поколения, которые родились уже в Кыргызстане, они ведь считают его своей родиной. Хотя вот для турков-месхетинцев, например, проблема возвращения домой, в Грузию, так и не решена. Им не дают права вернуться, и это тоже трагедия, которая тянется. Есть и другие истории адаптации, иногда, с потерями, вот как у корейцев. Владислав Тен рассказывал, что многие язык потеряли из-за страха, стеснялись говорить. Да, и нужно, наверное, упомянуть Казахстан. Туда ведь еще больше людей выслали. Да, в Казахстан там цифры около 1,2 миллиона человек. Историк Акимбеков объясняет это тем, что Казахстан с его огромными просторами рассматривался как место для размещения больших масс.
И как источник рабсилы для строек. Караганда, Балхаш — вот это все. Кыргызстан поменьше, и депортированных туда привезли меньше, около 137 тысяч. Но жестокость методов была та же. Как сейчас потомки, историки все это оценивают? Оценка однозначная. Это геноцид, преступление сталинского режима, позор советской власти. Последствия же до сих пор чувствуются. Вот Хвадагяне говорит о генетическом страхе, который передается поколениями. И вопросы идентичности, конечно, очень сложные. Да уж, мы коснулись действительно страшных событий и сфокусировались на Кыргызстане. Это ведь история не только страданий, потерь, какого-то государственного беспредела, но и невероятной стойкости людей, и взаимопомощи, и обретения Родины, пусть и поневоле. Совершенно верно. И очень важно помнить об этих трагедиях. Нельзя забывать. И вот тут возникает вопрос, над которым стоит подумать, как вот эта коллективная память или ее отсутствие, кстати, о депортациях, влияет на отношения между разными этносами сегодня, в той же Центральной Азии. Произошло ли действительно то глубокое переосмысление прошлого, которое, как говорят историки, необходимо, чтобы двигаться вперед? Вот это большой вопрос.